Здравствуйте, дорогие телезрители! Вас приветствует команда Touch Life. Сегодня мы приехали в одно из самых посещаемых мест Санкт-Петербурга, чтобы узнать, что же думают россияне о нас, о людях, чьей родиной является Таджикистан. Мы зададим им несколько вопросов, узнаем их мнение и, возможно, получим ценные советы. бале, чунки вақтҳои охир бисёре аз ҷавонони тоҷик ба шаҳрҳои Русия меоянд. Баъзе бо мақсади кору фаъолият кардан ва дигаре бошад бо мақсади дониш омӯхтан. мо кӯшиш мекунем ки аз халқи рӯззабон бифаҳмем, то ин ки рафтори мо дар назари онҳо чӣ гуна аст. Хотели бы узнать, что вы думаете о миграции? О миграции? Ну, что я думаю? Я думаю положительно, если люди приехали работать, да пусть себе работают на здоровье, если это их устраивает. И все, пусть работают, конечно. А у вас... Если это все законно, пожалуйста, пусть люди работают и зарабатывают деньги. А у вас есть в кругу общения или знакомых, друзей? Есть и много, есть кого. Из кого? Из Казахстана, из Киргизии, из Таджикистана общаюсь. Ну и из России. Теперь в Германии у меня есть очень хорошие знакомые. В Болгарии. Ну еще могу назвать, но это, знаете, просто если назвать. Очень дружелюбный человек. Да, очень. А как очень. вы оцениваете поведение мигрантов, людей из Таджикистана? Из Таджикистана, вы знаете, вот честно я вам скажу, даже у меня жили люди из Таджикистана. Мы находили общий язык. По-моему, очень... Ну, я не знаю, может, я нахожу с ними общий язык. А так, чтобы конфликт какой-то у меня с ними был, не было. То есть все в порядке? Да, все в порядке, абсолютно. А, возможно, вы дадите некоторые советы, чтобы наши сограждане... А вы откуда, извините? Я из Таджикистана. Очень приятно. Может, у вас есть некоторые советы к нам? Советом к вам, знаете, вот, кстати, даже у нас в доме, где я живу в Москве. Это я просто приехала сюда в гости к дочери. Вот, у нас в доме, в большом доме, люди, работающие из Таджикистана. Очень приятные, я даже их в гости приглашаю, чай вместе пьем, поскольку я умею кое-что готовить оттуда, из вашей кухни. Вот, как я отношусь? Ну, я единственное бы пожелала, что мы приезжаем куда-то в другую страну вести себя прилично, точно так же и всем людям. Спасибо большое. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Вячеслав. Вы сами из Петербурга? Нет. С Великого Новгорода. Да, очень приятно. Мы бы хотели узнать, как вы относитесь к миграции вообще в целом? Ну, миграция это естественная. Поэтому, в принципе, нормально. Нейтрально, то есть, да? А вот у вас есть в кругу ваших знакомых, друзей люди из Таджикистана? Ну, из Таджикистана нет. С Узбекистана есть, да. А как вы оцениваете их поведение? Да, как и любых других людей. То есть кто-то очень ответственный, целеустремленный человек, кто-то нет, поэтому... Спасибо. А как вы думаете, может, есть куда расти? Не хотели бы вы дать какие-нибудь советы по поводу поведения? Да, как и в любой другой стране, соблюдать традиции той страны, куда ты приехал, законы, обычаи. То есть не идти в чужой монастырь со своим уставом? Да, но я думаю, это везде так. То есть это нормально вполне, абсолютно. Спасибо большое. Меня зовут Марем Юлдус. А вы откуда? С Дагестана. Я с Ингушетии. Очень приятно. Как вы относитесь к миграции вообще в целом? Мы сами мигранты. Нормально относимся. Мы относимся как бы к этому нормально. И думаю, ничего в этом плохого не видим. То есть положительно? А Этого нельзя просто. Да, людям всем нужно предоставлять шанс, чтобы развиваться, как-то искать себе работу и пробиваться дальше в своей жизни. у вас есть знакомые в кругу вашего общения из Таджикистана? Из Таджикистана нет. Совсем нет? А из каких стран? Из стран, ну вот учатся с нами из Азербайджана, студенты в основном. Армения, да. А как вы оцениваете их поведение? Ну,
Ну, как бы мы в основном в студенческом кругу общаемся с ними. И в основном очень даже умные, культурные люди и ведут себя вполне достойно в обществе. Спасибо большое. Да, меня зовут Антон. Откуда вы приехали? Я родился в городе Ижевске, в Петербурге живу уже 20 лет. Переехал сюда со своими родителями. Вот. Как вы относитесь к явлению миграции? Ну, я в какой-то степени сам являюсь мигрантом, можно сказать, потому что родился в другом городе. Мои родители сюда приехали в поисках лучшей жизни. Поэтому я думаю, что это реальность, и я не могу ее отрицать. А у вас есть в вашем кругу общения люди из Таджикистана? Непосредственно нет. Непосредственно из Таджикистана нет. Может, знакомые, общие друзья? Нет, вы знаете, из других республик есть, но вот именно из Таджикистана нет. А, например, откуда? Мой сослуживец, с которым я был в армии, он из Туркменистана родом. У меня есть несколько азербайджанских друзей. Вот, наверное, так. А как вы оцениваете поведение их в целом? Я думаю, что поведение в целом зависит от образованности человека, потому что все-таки какие-то моральные устои, принципы поведения, они формируются, как правило, наверное, в процессе образования, да. Может, у вас есть какие-то пожелания к людям приезжим? В целом, я думаю, что приезжим людям, я думаю, нужно больше интегрироваться в общество. Я думаю, что у людей слишком много предрассудков, что их заранее воспримут как-то неправильно. Я думаю, что нужно быть более открытыми, что ли, и больше идти на контакт. Ну и, конечно же, интересоваться окружающим миром, я имею в виду наш город, посещать интересные места, выставки какие-нибудь там, не знаю. Спасибо большое, было очень приятно. Зовут Магомед, А откуда вы? я сам с Махачкалы. Ладно. А так в моих глазах как бы для меня все люди равны, и нету разницы, как мигранты, кто бы ни был. Как бы у всех, а почему именно их просто именно их замечают, и все, очень вся суть. Как вы думаете, они себя ведут хорошо, плохо или вообще в целом? Есть хорошие, есть плохие. То есть 50 на 50. Потому что 50 на 50. Эти цифры никто не может знать. Может, у вас есть какие-то пожелания к людям, к приезжим? Пожелание, чтобы побольше было здравомыслящих людей, а их мало. Представьтесь, пожалуйста. Лада. Юля, А вы откуда? из Питера. Из Ленинградской области. Очень приятно. Мы хотели узнать, как вы относитесь к явлению миграции. Нормально. Да, спокойно. Да. А у вас есть в кругу вашего общения люди из Таджикистана? Таджикистана нет. А как же Боря? А как же Боря? Кто? Боря. Да, есть. Много? Один. Как вы оцениваете его или ее поведение? Да, адекватный, обычный человек. То есть все в порядке? Да, нас они видят общение. Просто общаемся. Кто какой национальности? У вас, может, есть какие-то пожелания, советы по отношению к мигрантам, людям приезжим? Адекватное поведение, если только. Особенно мужчин касается. Чтобы Когда люди нормально себя ведут в обществе, как бы, ну, не дерзят, там, не ругаются, не дерутся. Да, вообще без разницы, как бы. Главное, русский сколько всех вообще, любая нация, как бы, может себя плохо вести как-то. Главное, это характер человека. У каждой нации есть плохие и хорошие, так что это не имеет значения. Спасибо вам большое. До свидания. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, мое имя, да? Меня зовут Здин Абдулла. Я из Алжира, из Алжир, Северная Африка. Меня зовут Адам, из Алжира. Очень приятно. А как вы относитесь к явлению миграции?
В России, да? Вообще, ну, я как думаю, да? Это земля Бога, это для всех людей. Ну, закон есть все равно, не граница сделала так для людей. Ну, конечно, по поводу закон, иммигрант, ну, сейчас очень тяжело. Да, очень тяжело. Но на самом деле надо стараться сделать все в порядке, все легально работать, сделать профессию, работать для себя и все сделать. Вот, иммиграция-то, так что сказать, иммиграция-то является на всем мире, там давно люди, они начинали эту иммиграцию, вот, ну, что сказать, нормально все. А в вашем кругу есть люди, приехавшие из Таджикистана? Еще раз вопрос, пожалуйста. English? Окей. В вашем кругу общения у вас в друзьях, может быть, знакомые, есть люди из Таджикистана? Есть, да, есть везде вообще. Мне много знакомых, не только Таджикистан, Узбекистан, Афганистан. Везде интересно, надо общаться с людьми, да. Есть, да, конечно, есть. А как вы оцениваете их поведение? Отношения, как я думаю об этих людях? Как они ведут себя? Ну, люди разные на самом деле, конечно. Есть, которые серьезные, есть религионные, есть работа, есть бандиты, есть, которые негативные, не надо вообще знакомы, потому что дальше никуда не поедут. То есть, если хорошие люди, плохие? Да, есть, везде так есть. Позитивно, негативно. Но негативно много есть. Везде страна, везде мира. Но мы стараемся все позитивно. А у вас есть люди, знакомые из Таджикистана? Да, есть 3 хорошие друзья из Таджикистана здесь. Вы хорошо оцениваете их поведение? Ну, поведение это трох друзья, да. Но, по моему мнению, здесь, например, в Петербург, 80% из Таджикистана, они являются так, они нехорошо относятся как место, где они живут. Что сказать? Вот. То есть они себя плохо ведут? Да. Отрицательно. А в чем проявляется? Проявляется, что так много из них, они не хотят, например, работать, они хотят заработать деньги, например, побыстро, так что они воровать, так, торговать, наркотики, так все такие плохие. Может, у вас есть какие-нибудь пожелания по отношению к приезжим людям? Вы хотели им посоветовать? Совет, ну, держите в религии, первый. Потому что это лучший закон, чистый закон. Религия разные, конечно, ну, христианский, еврейский или мусульманский, конечно, надо держать, ну, самое главное, мусульманский закон, если я верю в ислам, если христианский, так, ну, религия все дают позитивно для людей. Ну, а другие люди должны работать, все нормально. Если ты не работаешь, есть много времени, может, получается все плохо, негативно, так что это может... Люди попадают в наркотики или воруют, это вообще нельзя. Потому что тратить время, пойдешь в тюрьму, так зачем? Ну, спасибо большое. Нет, что, очень приятно, спасибо вам. Спасибо. Очень классно. Да, надеемся, наш совет уже получается. А может, у вас есть совет? Мой совет так уважать места, где живут и все. Да, уважение, да, люди должны уважать друг друга. Как сказать по-американски, respect yourself, others will respect you. Спасибо большое, очень приятно. Представьтесь, пожалуйста. Меня Воrodech зовут. Артем. А вы откуда? С Москвы. Из Кронштадта. Очень приятно. Как вы относитесь к явлению миграции? К чему? К явлению? Нормально. Нейтрально. А у вас есть знакомые, может быть, друзья из Таджикистана? Да, есть хорошие люди. У меня из Узбекистана есть только один. Как вы оцениваете их поведение? Нормально. То есть, если люди, смотря образованные, вот как я могу оценить, то есть, у меня друзья просто, они занимаются духовной практикой, и я вижу, что они, они говорят, мы отлично от души, неважно какой национальности, неважно какой там человек вероисповедания, главное, чтобы он, своей совестью жил. Совесть, это вот, как первая заповедь Ветхого Завета, Бог един, да, и все заповеди сносятся также вот в Коране, да, есть тоже заповеди, и поэтому, то есть, если человек живет вот именно от сердца, не просто от тела, что есть тело такое, то это хорошо. Вот у меня друзья, они живут просто такие, я не знаю, там, не духовных людей, я знаю духовных людей, они хорошие, потому что душа, она сама по себе прекрасная и хороша. Вот, поэтому, да. Ну, люди везде есть разные, что в России, что в Таджикистане, где угодно. То есть есть и хорошие, есть и плохие. Ну, а это уже другой вопрос, в принципе.
плохим людям соответственное отношение, к хорошим такое же. Везде люди разные. Может, у вас есть какие-то пожелания, советы к людям приезжим? Да, просто самое важное пожелание – это найти себя, то есть в сердце, развиваться духовно, то есть служить там, ну, в кого верит, в Аллаха, в Иисуса, в Кришну, неважно. То есть человек, он должен развиваться и понять, что все, ну, то есть как вот Гагарин, они полетели, ну, когда он прилетел, у них такие эмоции были, ну, может, слышали, да, они начали рассказывать, знаете, на самом деле СССР, вся земля, мы вообще, нет границ, там раньше был СССР, там, ну, пунктиром такая, на глобусе везде, да, и он сказал, на самом деле нет границ вообще у нас, то есть мы придумали эти границы, там, русские, не русские, там, еще кто-то, то есть, и вот поэтому, то есть, он сказал, что на самом деле мы все в одном доме живем, то есть солнце у нас одно, под одним солнцем все ходим, то есть вот Бог у нас один, а мы придумываем, говорит, то есть и поэтому я желаю, чтобы каждый нашел и понял, что внутри он частичка, если вот задать вопрос, да, вот кто я, да, там, какой национальность, там, то, ну, можно понять, что каждый в этом мире нужны обозначения, да, там, мусульманин, там, христианин, там, кришнаит, еще что-то, то есть, ну, вообще, если посмотреть так вглубь себя, вот если как я себя оцениваю, то есть внутри посмотреть, что я внутри, частичка. Тело — это просто одежда, скафандр, да, то есть мы одеваем постоянно, там у кого-то желтое, у кого-то черное, ну и люди из-за этого ссорятся, у тебя черное, у тебя желтое. Разнообразие — это хорошо, но есть разногласия. Люди, когда не знают, знания не обладают, то есть поэтому вот все страдания, то есть когда человек не обладает знанием, он должен найти знания внутри, то есть углубляться внутрь. Внешне, да, внешнее наслаждение – это иллюзия, дешевка, алкоголь, головная боль, наркотики, депрессия, там, разврат, болячки, сигареты, рак. И вот мудрец, он не тешится этими наслаждениями, то есть он ищет внутри. То есть человек должен искать. И вот я хочу, чтобы все искали внутри себя, то есть внешне не пытались, то есть дешевка. А почему мы и ведемся на это? Потому что, ну, обман приятный. Это обман, мы знаем все. Водка, чистая слеза, да, горная слеза, люди рекламируют, да. Но это обман, это иллюзия, там будешь. Ты потом, надо показывать рекламу не такую, надо показывать, что они в мусорке лежат люди, и ноги торчат у них, и там они все семьи разбиты, то есть вот это должно показывать. И поэтому человек, он должен внутри себя черпать, и на дешевые вещи не вестись, стараться работать над собой. Ну, опять же, люди разные, и есть люди, которым мне бы ничего не посоветовать, не пожелать, потому что у них все есть, и люди приезжие, которые сюда приезжают работать, там, кормить семью и так далее. Меня не интересует, зачем они уехали из своей страны. Ну, да, значит, им здесь, значит, они так хотят, значит, им так лучше, и, в принципе, это их дело, их решение, их мнение. Но дело в том, что есть также и люди совершенно бессовестные, которые приезжают сюда и нарушают законы, нарушают какие-то моральные просто принципы и вообще ведут себя неподобающим образом для столицы культурной России. Так что мне бы хотелось, чтобы как-то баланс был такой, перевешивая больше в сторону хороших людей, моральных устоев, качеств, принципов и всего такого, чтобы люди не теряли голову, не теряли просто уравновешенности, просто не докапывались по пустякам ко всем остальным, просто жили спокойно и для себя, и весело, и хорошо, и все такое. Позитивный был ответ, большое спасибо вам. Да, всего доброго. Марина. Зарина. Приятно. А вы откуда? Мы местные. А как вы относитесь к явлению миграции? Нормально. Смотря с какой страны. Ну, если они не бандитируют и как бы не грабят людей, как бы нормально. Потому что очень часто встречаются таджики, узбеки и украинцы, которые вот как бы сумки вырывают. У меня когда-то вырвали сумку. Вот так. А у вас есть среди ваших знакомых, может, друзей, приезжие из Таджикистана? Да, есть. Очень много друзей. Много. Таджиков, узбеков. Как вы оцениваете их поведение? 90% нормально, 10%, скажем так, отмороженные. Может, у вас есть какие-нибудь пожелания относительно поведения? Не грабить на улицах. И все. Спасибо большое. Очень приятно. Здравствуйте, представьтесь. Тимофеев Александр Сергеевич. Откуда вы приехали? Я из этого города, местный. Вы родились здесь? Да. Как вы относитесь к явлению миграции?
Ну, отношусь я спокойно, но вот, не нравится, что постоянно там стоят грабежи, бывает там, то есть грабят людей, насилуют, это вот не нравится. То есть... А у вас есть в вашем окружении, может быть, друзья, знакомые из Таджикистана? Нету. Совсем нет? Есть из Узбекистана есть. А из других стран? Нету. А как вы оцениваете поведение приезжих в целом? Ну, если они ездят на заработки, то есть, понятно, хорошо зарабатывают деньги, но чтобы вот уважали культуру города, то есть не плевали там, не вели себя по-хамски, чтобы культурно себя вели, чтобы понимали, что находится в культурном городе. Может, есть какие-нибудь еще пожелания? Я хочу пожелать, чтобы мигранты, которые к нам приезжали, вели себя культурно и уважали культуру этого города. И пусть они знают, что Санкт-Петербург – это город-музей под открытым небом. Спасибо вам большое. мо барои шумо кӯшиш намудем фикру ақидаҳои одамони гуногунро ҷамъ оварем ва чӣ хеле ки мо худ шоҳид гаштем ин фикру ақидаҳо гуногун буданд. Да, действительно, мнения были довольно разными. Некоторые заставили нас удивиться, некоторые порадоваться, а некоторые заставили нас задуматься. Надеюсь, мнение людей не останется без внимания, и все это нам поможет стать чуточку лучше.